столице Казахстана Астане произошли столкновения полиции с рабочими, занятыми на строительстве объектов будущей международной выставки «Экспо-2017». Рабочие утверждают, что им задолжали зарплату за 3 месяца. Это первый подобный протест в рамках подготовки престижной для Казахстана выставки, в экспозиции которой, как ожидается, главное место займут проекты, связанные с альтернативной энергетикой, а также направленные на устойчивое экономическое развитие. Вот прямой сокусның қатысы бар. Сол келген баласы үшін келіп разбирать еткен. В пакистанской провинции Белуджистан возобновилась кампания прививок против полиомиелита после того, как медицинские работники заручились от властей гарантиями собственной безопасности. Кампания была приостановлена 26 ноября, когда 4 врачей были убиты боевиками талибов. Центральный банк Афганистана объявил об обнаружении примерно 600 миллионов долларов, похищенных в 2010 году в одном из крупнейших частных банков страны. Он обанкротился после того, как в результате одной из крупнейших в мире банковских афер из банка исчез почти 1 миллиард долларов. Вскоре после своего избрания на выборах в этом году президент Афганистана Ашраф Гани пообещал возобновить расследование этой аферы как один из первых шагов в борьбе с коррупцией. В боснийском городе Тузла работники местной обувной фабрики «Аида» собрались, чтобы потребовать выплаты им обещанной финансовой помощи. Они настаивают и на том, чтобы местные власти заключили постоянные контракты с зарубежными партнерами. Контролируемая государством фабрика «Аида» работает непостоянно уже в течение 2 десятилетий, а зарплату ее работники не получают уже полгода. Сотни жителей Молдавии собрались на специальную экспозицию в Кишиневе в рамках кампании за право получить от ЮНЕСКО статус мирового культурного наследия для традиционного молдавского ковроткачества. На выставке представлены и ковры из частных коллекций и музеев, многим из них по несколько веков. Посетители выставки могут не только купить новые ковры, но и познакомиться с традиционными способами их производства.